Итак, уважаемые наши гости, я подвожу итог нашей экскурсии. Что изменилось в рамках данного проекта? Мы получили почти 4000 новых книг. Количество периодических изданий у нас изменилось с 30 до 115 экземпляров. Общая площадь библиотеки увеличилась, мы уже говорили, на 200 квадратов. Количество любительских объединений возросло в 2 раза, и в 1,8 раза по итогам 2 первых месяцев работы у нас увеличилось количество посещений. Что же еще изменится? В 2020 году мы стоим на пороге начала модернизации детской библиотеки. Кроме того, у нас, мы тоже знаем, уже выделены средства на приведение в порядок прилегающей территории к библиотеке. Мы намерены благоустроить и устроить крытую стоянку для детских колясок, велосипедную стоянку и разместить различные арт-объекты. Кроме того, по обязательствам администрации нашего района в течение первых 3 лет, 2020, 2021, 2022 год, наша библиотека должна получить новые книги и периодические издания не менее чем 1200 экземпляров. Ну и заканчивая нашу экскурсию, я хочу сказать, что библиотеки, которые пойдут по нашему пути, станут тоже модельными, должны стать лучше нас. Поэтому всем вам удачи! Спасибо. Замечательное начало нашей встречи, начало продолжения нашей встречи. Вот. А сейчас позвольте предоставить слово потрясающему человеку, потрясающей библиотеке Оде Тага, руководитель проектов управления культуры администрации губернии Тромс, и Финмарк, видите, да. Вот, да, Финмарк, Норвегия, виртуальное включение. Тема «Опыт модернизации библиотек Норвегии». Hello? Hello? Hello, Ord, can you hear us? Yes, I'm here. Great. Let us start. Maybe you would represent yourself first. I have to mute your microphone because of the echo. Из-за эха ей приходится периодически отключать микрофон. Hello. I'm sorry that I couldn't be together with you in Syktyvkar and in this new town. Здравствуйте. И сразу хочу попросить прощения за то, что не смогла сейчас быть с вами в вашем городе. I'll show you a few slides. I have too many, but I think we'll manage to go through most of them. Я приготовила несколько слайдов, на мой взгляд, даже слишком много, но мы пройдемся по некоторым из них. There was this report from 2008-2009 from the Norwegian Ministry of Culture, looking back to what has happened lately in the library field and looking forward. And it said the core values are legitimacy of libraries are built on the idea that knowledge and education should be accessible by all, regardless of social, economic and geographic barriers. Прежде всего, я хочу сказать вам, как называется доклад. Мы перевели его таким образом: общедоступные знания, место встреч и арены для культурных событий в цифровую эпоху. И начать следует с того, I think we all agree to that, working with libraries. Я думаю, что всем нам стоит согласиться с тем, что
в докладе о норвежского министра культуры сказано о том, что ключевые ценности и оправданность существования библиотек строятся на той идее, что знания и образование должны быть доступны для всех, независимо от социальных, экономических и даже географических границ. Libraries are meeting places and arenas that can help to attain the overriding objectives of the Norwegian government's cultural and knowledge policy. В отчете также говорится о том, что библиотеки – это места встреч и площадки, на которых мы можем достичь тех самых жизненно важнейших целей, которые ставит правительство в своей политике культурной и политике знаний. Libraries are meeting places, an arena of learning and culture. Давайте разберем And этот момент. I have talked earlier on this arena for learning. Ранее я уже выступала по поводу того, что библиотека является площадкой для обучения, для образования. Go ahead. The social meeting place is a quality that needs to be developed. А вот тот момент о And том, что in many ways, libraries have changed their role from being spaces for individual deep learning to spaces for active community. А вот тот момент, And о том, physical libraries premises have qualities that cannot simply be replaced by this digital distribution of information. Я прошу прощения за небольшую неувязку. А вот тот момент о том, что библиотека как место для встреч общества, да, местного, это то качество, которое мы сейчас в себе видим, то, что нам требуется развивать. Во многих смыслах библиотеки изменили свою роль, будучи теперь не только местами, где можно заниматься самостоятельным, индивидуальным, углубленным изучением, получением знаний, вместо этого сейчас это пространство для активного общества, сообщества. И это нельзя просто заменить на информацию. Troms County Library has developed the libraries as social meeting places or physical meeting places. And we therefore invented project, the Library Space Project, in 2012, lasting till 2014. Двигаясь к этой цели, мы в 2012-2014 году развернули проект по организации библиотечного пространства. We renovated libraries according to new ideas. And this project had support from the National Library and Troms County Council. Этот проект получил поддержку Совета округа Тромс и Норвежской национальной библиотеки. Troms County Library paid a visit to all 24 public libraries in our county. Meetings with the administrations and the leader of the libraries, talking about what kind of changes are necessary to keep up with the library development. Эти новые идеи, And 8 or 14 afterwards, libraries were chosen to be renewed. Итак, было всего в округе 24 библиотеки, и окружная библиотека посетила все 24, чтобы понять, какие библиотеки будут организовываться заново, потому что все сразу невозможно, да, включить в проект. И местная
власти и также и директора библиотек обсуждали эти необходимые изменения для развития своих библиотек. 8 библиотек были выбраны для обновлений. Муниципалитет оплатил при этом половину стоимости обновления в библиотеке. And the municipality had to pay half of the costs, and the rest was paid by the project. But some of the municipalities chose to put more money into this renewal of the library. And this picture, if you can see the picture, is from a very, very small library in a small municipality. Так вот, половину стоимости оплачивает муниципалитет, а вторую половину оплачивает в рамках проекта оплачивается. Но самое интересное, что некоторые библиотеки муниципалитеты решили, что они готовы потратить больше денег на обновление, чем вообще от них ожидалось. И вот на этой фотографии показана одна из самых маленьких библиотек после обновления, как она теперь выглядит. People got together in workshops, changing ideas, young and old, and different. There are different jobs. There were pupils, teachers, even mayors. So we had very nice times in changing ideas. And the main question was, what kind of library shall we have? After the workshops, an architect made drawings of all to present what her ideas was about this library. Проводились семинары прямо с населением, причем участвовали все, от школьников до самого мэра. И они предлагали свои идеи, представляли варианты каких-то инициатив. При этом ключевыми моментами были выбраны вот такие слова. Это обогащающее, вовлекающее, вдохновляющее и творческое относительно библиотеки новой. Ну, а затем, после уже этих семинаров, архитектор распланировала, как будут выглядеть комнаты, сделала чертежи и представила свои предложения. And after some calculations and talks, it was decided what kind of changes should take place. Ну, таким образом, совместно было решено местным сообществом и профессиональным дизайнером, как будет выглядеть новая библиотека, как она будет устроена. This picture shows 4 different meeting places. На этой фотографии вы видите 4 разных комнаты, разные варианты. This is from a library which was not renewed because it was new in 2004. Эта библиотека не обновлялась в рамках проекта, она была изначально новой, с 2004 года работает. Ну, здесь показаны различные комнаты для общественных каких-то встреч, да, для чтения и для общения, для работы и для официальных встреч. In this library, everything is new. In this library, everything is new. Абсолютно все, что на фотографиях видите, это новый дизайн и новая мебель. In this library, this part and these things are new. This is from a very small library at the opening day. Вот на этой фотографии Only представлена другая 1100 библиотека. inhabitants. В населенном пункте, где живет всего 1100 человек. From the Children's Corner at Lenvik Public Library. Еще одна библиотека показывает нам уголок детский в библиотеке, общественной библиотеке Ленвика.
This library was very modern at the beginning of the 1990s. But in 2014, there was a need for a facelift. All the books shelves were emptied, lots of books were sent to the landfill. And more spaces in the shelves, much easier for the public to find what they are looking for. А вот на этих фотографиях Less books, yeah. показана библиотека, которая уже немножко имеет более весомый возраст. Она была открыта в начале 90-х и, конечно, с тех пор устарела. Поэтому в какой-то момент была потребность обновить ее внешний вид. Что сделали? Полностью освободили все полки стеллажей и очень много книг отправили прямо на свалку. То есть списали. У них появилось больше места на полках, и людям стало легче, читателям, выбирать себе и находить то, что они искали. Еще считается, что чем меньше книг, тем меньше пыли, а значит библиотека более здоровая. The National Library has a project digitalizing. Такое мнение. The audience here are very Yeah, go ahead. The National Library digitalizes all books, and books can be read on PC or tablets. If the books are more than 70 years old, they can be downloaded. Стойте, но ведь технологии не стоят на месте. Именно поэтому старые книги были оцифрованы. И делала это Национальная библиотека Норвегии. Теперь эти книги можно прочитать на планшетах или на компьютере. А если книги более 70 лет, то ее можно загрузить. This is from Tromsø Public Library. And it's possible to look through this library. А это вид из библиотеки Тромсе. И в общественной библиотеке Тромсе вы фактически можете сквозь библиотеку увидеть, что происходит. Очень красивый вид. This open space is where the arrangements take place, when lots of people are involved. Но это открытое пространство предназначено для больших мероприятий и для больших событий, где собирается огромная масса людей. And from October till May, always a lecture on Thursday evening, and other arrangements as well. В сезон с октября по май проводятся лекции каждый четверг, и они открыты для всех. Ну а кроме этого, конечно, проводят другие мероприятия. This is a great meeting place. Отличное место для встреч. Here we can see the entrance on Tromsø Public Library and the children's department on the lower ground floor. The public library is open from 9 till 19 every day, except or from Monday till Thursday, Fridays from 9 till 16, and it also is open on Sunday and Saturdays and Sundays. На этой фотографии But people have, okay. It's just a big piece. Здесь вы видите вход на этой фотографии, вход в библиотеку Тромсё. Внизу находится в цокольном этаже детский отдел. И интересно, что библиотека работает все дни недели, только график разный. С понедельника по четверг с 9 до 19, в пятницу с 9 до 16 короткий день, в субботу с 11 до 15 и в воскресенье с 12 до 16. But people can get into the library with a lending card from 7 o'clock in the mornings till 21 hours at the evenings. You have to use the lending card and a PIN code, and you have to sign a contract. So then people have access to this library.
Но на самом деле есть from 7 отличная, o'clock in the morning till 9 o'clock in the evenings. отличная возможность, на самом деле, есть посещать библиотеку прямо с 7 утра и до 9 вечера, потому что при наличии читательского билета, специальная карточка национального образца и пин-код, который читатель получает после подписания договора, он может сам приходить в библиотеку хоть каждый день в ее нерабочие часы. And the lending is done through an automat, and it's also so when you are handing in books or other material. Вы можете сами взять себе книги при помощи станции самообслуживания и также сдать их. I was the head of a project called Public Library in Troms as Literary Arenas. And this project was owned by Troms County Library, Я возглавляла проект. collaboration with all public libraries in the county. Я возглавляла проект под названием «Общественные библиотеки в Тромсе», выступающий как арена литературных встреч с 2014 по 2017 год. И этот проект проводился под эгидой областной библиотеки. So before the closing of the other project we had on space, we started this activity project. And we had focus on making arrangements. До того, как проводить какие-то изменения в самих библиотеках, потому что вовлечены были все общественные библиотеки этого района, этого округа, проводились, конечно, предварительные встречи. We had working groups on how to make arrangement, and we made a handbook together. Проводились рабочие встречи, и в результате рабочих встреч была создана такая вот настольная книга под названием «Как проходить события, мероприятия, как проводить их». Knowing how to pass on literature was also a very important part of this project. And courses in presenting literature, how to lead a literary talk with authors, and how to organize the room when presenting an author or a lecture. Интересно, что мнения библиотекарей действительно оказали большое влияние на содержание этой настольной книги, брошюры. И все потому, что знания о том, как передавать информацию о литературе, как рассказывать о литературе интересно, были частью этого проекта. Ну, а что проходило внутри? Специальные курсы о том, как предлагать литературу, как проводить литературные встречи с авторами и как организовывать пространство комнаты при проведении такой встречи или при проведении лекции. This is from a talk I had with an author, and this is old shelves repainted, but this stage was new, and old retro armchairs. Вы видите фотографию с одной из встреч, которую я проводила с одним из авторов. Здесь вы видите вокруг нас мебель. Она не новая, она была перекрашена в результате вот того процесса обновления, но выглядит при этом отлично. А вот сцена была новым дополнением, такая вот новая инсталляция. Она позволяет в виде подиума выступать на любых встречах. У нас здесь есть и ретро-мебель, мы ее решили оставить, ну а сзади вы видите синее кресло такое модерновое. Making stages like this one was a very important part of the space project, because it's necessary for the next project that I lead about public libraries as an arena for literature. And this is here we are ready to invite the public.
Это комната в ожидании гостей на такую встречу. Как видите, сцена находится в отдалении, а здесь мы видим что-то вроде зрительного зала, но при этом очень уютно. Теперь уже и люди могут приходить на встречу, потому что мы зажгли свечи. Автор сидит на небольшом возвышении на подиуме. На самом деле создание таких небольших сцен было частью этого проекта. Then the Cultural Department launched a new strategy for libraries from 2015 to 2018. And we were already working on this literature project, and we had lots of arrangements around. And this is from a lecture on the Second World War. 92 persons came. There were only 1,000 inhabitants in this municipality. But as you see, they were quite old, those who attended the lecture. Департамент культуры Норвегии и Министерство культуры Норвегии также проводили проект «Национальная стратегия для библиотек». И в рамках этого проекта нашей задачей было развивать общественные библиотеки, нести за это ответственность. Одной из таких точек, одним из событий было проведение целого ряда встреч, посвященных Второй мировой войне и участию Норвегии, что происходило на севере Норвегии, когда наступила Вторая мировая война. И вы видите фотографию с одной из таких встреч, очень много пожилых людей, посетители в основном были от 70 до 90 лет, но интересно, что их было 92 человека, а в населенном пункте проживает всего 1000. То есть почти 10% были на этой лекции. It was a great focus on libraries as meeting places for democratic discussions. And this meeting was arranged by Lenvik Public Library in collaboration with a local newspaper. And it was an initiative in the Literary Halls or Literary Arena project. Большое внимание было отдано тому, что библиотеки являются местом встреч для демократических каких-то обсуждений. То есть любой может высказаться. И такие встречи организовывала, например, общественная библиотека Ленвика вместе с местной газетой. Таким образом, они проявили инициативу в проекте литературных встреч. 8 majors were discussing, should we be together in the future or not? And from the 1st of January this year, there are now only 5 municipalities, not 8, as they used to be. На тот момент существовало 8 муниципалитетов, и проходили большие общественные обсуждения по поводу того, стоит ли объединять, укрупнять. И после вот этой панельной дискуссии с участием всех 8 мэров, действительно, с 1 января 2020 года в регионе 5 муниципалитетов. Reading is always important, and helping children to read, but also grown-ups. So it goes through every project we have had. Чтение, конечно, очень важно, и этот вклад в чтение и для детей от самого малого возраста до взрослых очень велик. Для этого они привлекают активности по чтению в каждый проект. И есть определенное сотрудничество между школьными и общественными библиотеками. And education is also important in public libraries, and these are study cells in a public library. На этой фотографии видите специальные ячейки для индивидуальных занятий. И именно потому, что не формальное, да, то есть не университетское, не школьное обучение, самообразование – это важный момент для общественных библиотек.
доступ к информации и знаниям бесплатный. This is from Lenvik Public Library, and as you see, it's very open. They say it's a meeting place for all, where everybody wants to visit, for discussion and knowledge, for teaching and passing on information on science, and a hub that supports all activities in the region of Midt-Troms. На этой фотографии вы видите ту самую общественную библиотеку Ленвика, открытую в 2013 году, новую и очень открытую, очень воздушную, с большим количеством пространства. В этой библиотеке могут встречаться все по любым поводам, будь то неформальные обсуждения или передача знаний, обучение чему-то. Сюда можно приходить учить или учиться. Ну а сама библиотека в итоге стала таким центром, перекрестком, который поддерживает любые интересные активности в регионе. Modern equipment, build up new expertise in digital skills, collaboration on library services across municipal borders, encourage experimentation and testing of new ways of creating good library services. Очень много современного оборудования, что позволяет и пользователям, и библиотекарям получать новые умения и так прокачивать себя в этих цифровых умениях, навыках обращения с цифровыми устройствами. Ну а сами библиотеки настроены на то, чтобы совместно работать над своими услугами, даже если это разные муниципалитеты. То есть они совместно проводят какие-то мероприятия и действия. И, конечно, всегда поддерживаются эксперименты, новые какие-то идеи, инициативы и даже тестирование для того, чтобы создать еще лучшее качество услуг. This is from the project I'm leading now. We are working with the librarians to get better skills in the digital ways, because the public doesn't know too much about this, so the librarians has to be clever. Это новый проект, который сейчас я возглавляю. Проект связан с библиотеками учебных заведений, и поскольку они сталкиваются с потребностями как бы выше, более высшего уровня, требуется более разнообразные уровни представления информации, то и библиотекари должны этому соответствовать. И частью этого проекта является обучение библиотекарей уметь научить других этой информацией пользоваться. Now, the Ministry of Culture has launched a new strategy, Space for Democracy and Education. And in this strategy, they want to strengthen the collaboration between public libraries and libraries in academic institutions. And that's what we have been doing in our new project from 2018. And we are also trying to establish new ways of working together between public libraries and school libraries. And because we think if there's more collaboration on service or project, it will probably lead to more sharing of skills. Еще один проект в рамках национальной стратегии, действующей национальной стратегии для библиотек до 2023 года, называется «Пространство для демократии и образования». Целями этого проекта является усиление сотрудничества между общественными библиотеками и учебными библиотеками, то есть библиотеками школ, университетов, колледжей, и установление новых способов совместной работы между библиотеками общественными и школьными. Конечно, если есть такое мнение, что если у нас будет больше совместной работы над услугами и проектами, возможно, это приведет к большему обмену нашими умениями. There is still to go to be very clever working with the digital
sources, presenting them to the public. I think we have to work quite a lot on this Теперь библиотекарям требуется много in работы our future. над тем, чтобы уметь представить с этим уровнем технологий, уметь представить информацию, научить пользователей ее находить, ей пользоваться. Для нас это такой вызов на будущее. But I think we have obtained quite a lot by renewing our libraries and also in the field that making new activities like meeting with authors, lectures, etc. Все-таки я думаю, что обновление библиотек дало нам много, и в том числе мы сейчас привлекли новые форматы, встречи с авторами и другие для продвижения дальше, для движения дальше. But passing on knowledge is still perhaps the most important thing we do in libraries. И все же центральной нашей миссией остается передача знаний. Okay, thank you. I think I spent a little too much time. I'm sorry about that. Извините, что если я превысила регламент. Есть ли вопросы? Okay. Yes, still online for a few questions. Thank you so much for being with us today on Skype. It's of course a pity that you're not here right at the moment, but we are still looking forward to seeing you in the future. Yes, perhaps I'll go to Syktyvkar. Да, возможно, I приеду. really hope so. I really hope so. But Очень надеюсь на это. I'm now getting old, so I have only 1 year left before I'm retired. Ну да, вот всего 1 год остался до пенсии, так что у нас 1 год. Плотно поработали. Yeah, this year is our goal. We need to get you here. Thank you very much. Yeah. We'll keep in contact. Да, давайте будем на связи. Okay? Вот так, на самом деле, Thank you so much. работает в администрации Тромша, и подчиняет, сейчас еще вторая территория вошла, ее ведение, но это не уже для говорю, это для нас. И она руководит этим библиотеком. Видите, она в руках находится у нее библиотеки публичные, да, и теперь школьные, то есть она вовлекает всех в одну деятельность. У нее еще очень интересный проект есть, который в прошлом году она также вот нам онлайн рассказывала, это образование на протяжении всей жизни. Это тоже такой суперпроект, который мы тоже очень долго перерабатывали в голове и перекладывали на свою деятельность. И на самом деле он очень хорошо ложится, потому что библиотека, новые знания, это вообще мы единственная институция, вот Ирина Борисовна сегодня сказала, особенность библиотеки, это то, что она бытует рядом с человеком и на протяжении всей его жизни, с рождения до смерти. Понимаете? Это единственный социальный институт такой. А человек такая сущность, она же все время узнает, душа трудится, да? Ум работает, поэтому с рождения познает мир, себя, окружающее, и вот это до самой смерти. Это библиотека и образование на протяжении всей жизни, обучение на протяжении всей жизни. Этот проект, я считаю, это тоже замечательный. И в прошлом году он не смогла приехать к нам. В этом году ее из-за коронавируса не отпустили, из страны выпустили. Но вот получается так, что дважды она нам транслирует очень интересное. Мне кажется, что все, что она говорит, это то же самое, что мы сегодня обсуждали и вчера тоже обсуждали, только немножко другими словами, правда? И библиотеки там очень, мы теперь уже видим много параллелей с нашими библиотеками, да? Спасибо ей большое, она такой друг нас на протяжении очень-очень длительного времени, уже 20 лет вот мы с ней дружим, и она встречает принимает наших библиотекарей, и сама к нам приезжает. В общем, она постоянно с нами как такой друг-профессионал вообще. Спасибо ей огромное, дай ей Бог здоровья. Thank you so much for this professional work and this lifelong learning and the project that you presented last year. And thanks a lot for this lifelong friendship with you. Okay. Thank you. Thank you. Да.
Молодец. Хотя кое-какие вопросы непроясненными, в частности, по фонду, да, в связи с фондом, с книгами, остались. Я не думаю, что так уж не ценны книги. Там, наверное, есть книги. Мне показалось, что это пустые полки, может быть, какая-то перегруппировка идет. Потому что если у тебя есть пустые, ты их лучше убери, больше пространства будет, да, вот, чем вот так вот ты будешь демонстрировать. Тут что-то такое не то, наверное. Вот я, например, как я воспринимаю это? Вы знаете, в библиотеке у нас есть такая склонность хранить. Вот мы все равно хранители, мемориум у нас развит просто профессионально. Мы на это заточены. И у нас действительно есть такое, что мы больше храним, чем требуется. Вот мы не осознали, что все-таки публичная библиотека – это 100% оперативная часть фонда. Понимаете? 100% оперативная часть фонда. Она должна очень быстро обращаться. Это должна быть всегда новая литература, быстро обменяемая. Ну, публичная библиотека. А вот то, что хранят там для разового спроса, для этого есть специальные библиотеки. А все-таки вот депозитарии, или, например, областные библиотеки, областные, центральные у вас межпоселенческие, у них тоже такая функция есть для обмена, для резерва и так дальше. А в общем, поселенческие, они такие, у них должен быть оперативный мобильный фонд. А мы все-таки каждый раз немножко другую модель прикладываем на формирование фонда. Вот, мне кажется, есть такая проблема. Ну, это общегосударственное у нас. Хотя там больше, наверное, речь идет об открытом доступе, зальном, чтобы в зале не должно быть старой литературы. А у нас сейчас пошла вот немножечко тенденции в связи, может быть, с модернизацией, когда мы освобождаем пространство, да, книгохранения для каких-то, публичных мероприятий, и литература, все-таки у нас есть ограничения по списанию, да, и мы переводим эту литературу, допустим, я не берусь за, но я знаю другие библиотеки, где большие стеллажи, да, до потолка, и тогда какая версия? Верхние полки стеллажей – это то, что, собственно говоря, вынули-то из книгохранения для того, чтобы освободить его. Вот это неправильная позиция, то есть, это я уже 20 лет, у меня 20 лет назад начальник управления культуры ходил по полкам, и если видел старую книгу потрепанную, она изымала из зала обслуживания. Там должны быть хорошая, свежая, приятная для руки литература. Ну и плюс депозитарий на уровне ЦБС. Ну, к этому надо прийти. Хотя просто они для них вот эта книга не имеет той вот такой этой святости, как у нас. Вот, собственно, книга. Вот они говорят, они без такого, как мы, придыхания, конечно. Ирина Борисовна, еще небольшая ремарка. Действительно было важно упомянуть, что старые книги они оцифровывали. То есть те, которыми, видимо, мало востребованы в фонде, они их оцифровывали, они их представляли в электронном виде, но у них освобождалось место на полке. Вот в чем суть. Ну, у нас все книги тоже по факту оцифрованы в государстве. Все наши книги давно уже оцифрованы. В других местах. Просто у нас же у всех маленькие фонды, дублирующие по содержанию, правильно? По факту мы дублируем наш фонд отдельной библиотеки, он примерно идентичен всем фондам других библиотек. Другое дело, оцифровать это не значит иметь право обеспечить доступ, тем более удаленный к своему фонду. Пошли дальше, да? Вот, да. Детская библиотека нового поколения на селе. Развиваем традиции чтения. Канева Зоя Аполлоновна, директор Ижемской МЦМБ. Бурлондона Йортьяс. Добрый день, дорогие друзья. Я вам сейчас представлю на суд вот нашу работу прошлогоднюю и то, что у нас получилось. Покажите. Сюда, да. Старинное село Ижма. Расположено на севере республики в 400 километрах от города Сыктывкара. Село основано в 1567 году. Большую часть населения Ижмы и окрестных сел составляют этнические коми, особая этническая группа коми-ижемцы. До середины 20 века основной отраслью хозяйства в Ижемском крае было оленеводство. Сейчас оно уже не играет такой роли, как прежде, но по-прежнему сохраняется. Ижма узнаваема нашими земляками, которые известны всему миру. Это великие лыжники современности, олимпийские чемпионы Раиса Сметанья и Василий Рочев.
До настоящего времени в Ижме сохранились богатые фольклорные традиции народа Коми. На ежегодном народном празднике Луд, Ижемцев Луг, можно познакомиться с традиционными ижемскими играми, танцами, песнями, с коми-литературой. В этом году первые выходные июля Луд опять будет у нас в Ижме. Я приглашаю всех, приходите, приезжайте. Есть люди, которые были там, и поверьте, они получили неизгладимые впечатления. Ну и я еще могу добавить, что кто не с республики Коми, что Ижма славится тем, что именно на нашем аэропорту сел самолет, который летел с Мирного, и у которого отказали все современные приборы. Самолет, который летел по стакану воды, и все 84 человека с пилотом вышли благополучно из этого самолета, и сейчас живут, проживают в своих домах, живые и здоровые, благодаря именно ижемцу Сотникову, который 14 лет обрабатывал эту площадку этого аэропорта, хотя это не входило в его функции, но он сделал свою работу, и видите, как она пригодилась. Вот такой наш ижемский характер. Ну, Ижемская библиотека и детская библиотека принимают самое активное участие в этом празднике в Луд. Нам очень важно, чтобы ижемские дети сохранили традиции, почитали своих предков, а с другой стороны имели равные возможности с городскими детьми на получение информации, на творческое, интеллектуальное, техническое развитие. Именно поэтому мы участвовали в этом проекте. Количество населения у нас небольшое в Ижме, 4700 человек, из них детей 1002 человека. Продвижение книги и сохранение традиций чтения – это главное направление нашей библиотеки. Наша цель – активизировать процесс чтения, вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей. В обслуживании детей детская библиотека накопила огромный опыт. Мы старались создавать детям условия для чтения, развития, получения образования, организации досуга и общения. Но новые возможности по развитию чтения появились у нас с открытием модернизированной детской библиотеки. Именно поэтому была разработана концепция по чтению. Популяризация чтения в библиотеке идет через разные формы и методы массовой работы. Проводятся акции, недели детской книги, юношеской книги, литературные вечера, игры, информационно-познавательные часы для различных групп читателей. Все то же самое, что делают другие библиотеки. Массовые мероприятия стали запоминающимися благодаря применению современной компьютерной техники. Это использование электронных викторин, видеозагадок, презентаций. Среди мероприятий, проведенных в нашей библиотеке, хочется отметить виртуальные викторины по творчеству Соломеи Пылаевой, культурно-досуговые программы в воскресенье библиотеки, различные конкурсы творческих работ с книгой по жизни, конкурс читательских пристрастий «Лучший читатель года», квест по страницам Пушкина горя, литературная беседка в парке, летний читальный зал под зонтиком и другое. Размещаем информацию о мероприятиях по чтению в виртуальном пространстве группы ВКонтакте на сайте Ижемской МБС. Благодаря участию в проекте появились новые возможности и услуги брошюрирования, возможность самостоятельной работы на компьютере, выход в интернет для пользователей, литрес через библиотеку, используются удаленные электронные ресурсы при проведении мероприятий НЕБ, РФ, НЕБ Республики Коми, сайт Национальной библиотеки Коми и так далее. Участие в сетевых акциях, всероссийская акция «Учитаемая блокаде», Нина Куратова 90 лет и так далее. В рамках проекта был обновлен книжный фонд, приобретено 3738 новых книг для детей дошкольного и школьного возраста, 62 наименования журналов. Но я рекомендовала бы следующим директорам, которые будут работать в проекте, оставлять из своих денег часть на подписку следующего года. Вот мы подписали на 2019 год за счет федеральных денег, а на 2020 год мы уже подписали за счет своих денег, чтобы входить в те показатели, которые нужно будет выполнять в 2020 году. С открытием модельной детской библиотеки расширился круг пользователей. Вместе с детьми нашими читателями стали взрослые, педагоги школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также родители. Дети приводят своих бабушек и дедушек в новую библиотеку. С окрестных сел едут группы из детских садов, школ, чтобы посмотреть новую библиотеку. Пенсионеры хотят именно в нашей библиотеке проводить свои встречи, учителя приходят за новой информацией. В библиотеке создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, убрана входная группа и санитарный узел.
По концепции, для того, чтобы различные группы пользователей могли сосуществовать рядом, не мешая друг другу, в библиотеке нового поколения появились несколько функциональных зон, о которых я сейчас вам расскажу. Это зона семейного чтения, пространство для проведения семейных выходных вместе с книгой. Многофункциональная зона. Данное пространство можно использовать для проведения различных мероприятий, лекций, тренингов, презентаций. Она же выполняет функции традиционного читального зала. Вот это тоже многофункциональная зона. Зона творчества. Зона творчества и мастер-классов предназначена для мастер-классов, творческих студий, лабораторий, клубов и любительских объединений по интересам. Оборудована интерактивной панелью. Здесь же находится литература по декоративно-прикладному искусству. В зоне творчества и мастер-классов работает кружок Мастерелкина. Ну и очень нас руководители все настояли на том, чтобы мы сделали еще зону технического творчества и робототехники. Для, в принципе, сельской местности это было очень актуально. Пока она пользуется очень большим спросом, но проблема в том, что там нужен, конечно, специалист, чтобы работал с этой техникой. Там нельзя, чтобы все было открыто, ребенок сам зашел и сам там рылся. Это все такое сложное, интересное, но там нужен руководитель. Зона технического творчества и робототехники оборудована конструкторскими наборами и наборами робототехники в количестве 36 наборов, 3D-принтером, проектором и экраном. Работают кружок технического творчества, робототехника и лего-конструирование. За этот период кружок посетили более 300 человек. Игровая зона включает в себя набор мягких модулей для обучения и развития, настольные развивающие игры для разного возраста, безопасную мебель. В библиотеке функционирует клуб настольных игр «Играй». По проекту получено 35 наименований настольных игр для детей разного возраста. В коридоре мы сделали выставочную зону, выставочное пространство для сменных экспозиций. Если вначале мы искали творческих людей, то сейчас они сами звонят и сами просят, чтобы мы выставили их творчество для всеобщего обозрения. Я еще раз повторяю, что Ижма – это маленькое поселение, у нас нет много мест для встречи социума, для проведения досуга, поэтому из-за этого мы сделали все эти зоны, чтобы разные группы людей в разное время могли прийти и, не мешая друг другу, заниматься тем, чем они хотят. Ну и зона краеведения. Мы целенаправленно оставили зону краеведения отдельно, потому что мы национальный район. У нас очень сильные традиции. У нас сильные традиции мемориальной функции, даже сохранения всего того, что пишут про Ижинский район, пишут про Республику Коми. Там же мы сейчас собираем финно-угорскую литературу, потому что Ижватас в нашем районе очень мощно, сильно работает. И очень хорошо у нас поставлена Коми Войтер работа. Мы совместно с ними работаем. И, в принципе, эта зона с их рекомендаций была сохранена и пользуется очень большим спросом. Место, где пользователи знакомятся с литературой и историей народа Коми, его традициями, обычаями, костюмами, играют в игры, которые играли дети в древности. Сегодня краеведческая деятельность носит программу «Проектный характер». В течение нескольких последних лет в нашей библиотеке реализованы интересные проекты «Олам Коми» и «Луддишем Коми», «Живем Коми» в Республике Коми, говорим на коми языке. И «Живем Мула Нозорлен», «Красота земской земли», наши герои Советского Союза, выходцы Ижимского района. Пропагандируют творчество наших земляков, местных поэтов и писателей Чупров, Рочев, Попов, Люба Ануфриева, Людмила Занина-Втюрина, Кирпиченко и другие. Проводятся районные конкурсы чтецов, посвященные творчеству писателей-юбиляров. Но это не такая мертвая зона. Здесь круглый стол, который сейчас у нас называют переговорным столом. Здесь стоит компьютер, и если там никого нету, индивидуальный пользователь может сесть там и заниматься тихо, спокойно закрыл дверь, и он уже как бы чувствует себя в тишине. С момента открытия модельной библиотеки 2 декабря 2019 года увеличилось количество посещений библиотеки, в том числе посещений массовых мероприятий, экскурсий, мастер-классы, занятий в кружке робототехника и различные встречи. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество пользователей. Значит, февраль 2019 года 1598, февраль 2020 года 2590. Увеличилось посещений, увеличилось количество пользователей 671 аналогично и 752. С
Спасибо за внимание. Ну и наша задача развиваться дальше, вести поиск новых форм работы, разрабатывать и внедрять инновации, позиционировать библиотеку как центр чтения, информации, общения и интеллектуального развития детей. Вот она, это наша маленькая библиотека сельская. Скажите, пожалуйста, у вас 4000 населения, да? Детская и есть взрослая библиотека? Или Взрослая как? еще, у нас еще центральная библиотека есть взрослая. Это отдельное здание, только детская библиотека. Только детская. Да. А какая площадь у нее? 200 квадратов, 200,8 квадратных метров. 4000 населения. А Работает сколько детишек, сколько читателей записано? Только не говорите, что 1000. Нет, 750. На конец февраля 752. А их же всего 1000. Ну, а я же говорю, что у нас через речку находятся деревни и села, значит, Сизяп, Сбакур, Мохча, Мошью, Гагам. Они все приезжают сейчас в детскую библиотеку. Это надо считать не поселок населения, Это а просто, тогда куста. да, просто библиотека пошла так, что она сейчас работает не только на Ижму, но и на район. Ой, я сейчас скажу, почему я задала такой вопрос. У меня ощущение, что вы еще и на взрослых работаете. Тоже, а так он же руководитель детского чтения, учителя, конечно, работает. Нет, ну не надо без трактовок, в принципе, на взрослых на взрослых работаете, тоже да? работает. А состав фонда у вас не детский или Нет, в том числе состав взрослый? фонда у нас детский, но есть же понятие внутрисистемный обмен. Ввиду того, что у взрослых есть потребность взрослой книги, мы с центральной библиотеки меняем как через внутрисистемный обмен. Приносим для детей, для взрослых тоже книги, чтобы родители параллельно могли тоже взять книги. Я знаете, почему? У меня просто последний вопрос, наверное, по стеллажам. Но это у меня больной вопрос по стеллажам. Вот у вас, наверное, как концептуально вы в детской библиотеке поставили 8-полочные стеллажи Они и так не очень далее. высокие. Вот мы купили в начале, знаете, даже на федеральные деньги я купила 3 стремянки. Они практически не нужны, потому что мы нашли в магазине пластиковые, очень красивые, всего 2 ступеньки стеллажи. И все дотягиваются до верхних полок. А как же ваши, вы говорите, равные возможности, инвалиды? Ну, библиотекарь даст. Так, там еще и библиотекарь есть, кроме читателей. Конечно. Индивидуальное обслуживание. Нет, просто у вас очень большая площадь, 200 метров, да? Немного читателей, и при этом такие высокие стеллажи. Как-то вот это ваша была идея или это дизайнерская, по-честному? Нет, это и наша, и дизайнерская идея, потому что мы хотели для своего сообщества освободить место. Вот сейчас в нашей библиотеке может работать мастер-класс. В краеведении есть кто-то проводит круглый стол. В многофункциональном зале идет мероприятие, и при этом человек обслуживается книгой. И никто никому не мешает, понимаете? Вот у нас концепция была, чтобы в Вижме было такое место, чтобы разные группы читателей в одно и то же время могли прийти и заниматься, и не мешать друг другу. У нас мало таких мест. Ну, вообще, коллеги, если есть возможность, не делайте 7, 8, 9, 10, 11, 12 полок. Ну, не делайте. В принципе, если вы посмотрите, вот сейчас норвежские бы показали, финские бы. Вон в воде какие стеллажи? Маленькие стеллажи. А для детишек, в принципе, 4-5 полок. 5 полок это 4 полки. Ну, так по-честному, если. Здесь... Между этими стеллажами у нас такие тоже стоят, маленькие. Да. Ну, в принципе, высокие полки, вернее, высокие стеллажи, острой необходимости у вас в них не будет. Потому что фонд будет размещаться вот на таком уровне. Вот есть у шведов такое полка на уровне глаза. Вот уровень, как нормальный уровень, в принципе, полки. А мы немножечко вот тут свои идеи, ну, как бы, вот у нас другие немножко подходы к этому. Ну, имейте в виду, ладно? Хорошо. И коллеги, кто будет делать, имейте в виду. Это все-таки не демократично. Потому что я имею в виду с точки зрения инвалидов, это совершенно, потому что есть колясочники, ну, есть разные категории населения, которые мы должны не дискриминировать по этому признаку.
А у нас нету колясочников. У нас же маленькое население, просто мы же все это узнавали. Мы с соц работаем тоже очень хорошо. Мы Не, все в данном друг друга случае знаем. я в принципе говорю. Да, В принципе, установка это- такая, что есть он, нет, но все равно условия должны создать. Я это знаю. Последний, сколько фонд у вас в библиотеке? Где-то 10 тысяч. В открытом доступе. Все в открытом доступе. Только у нас есть маленькие служебные помещения, где вы, как говорили, там лежат те книги, которые не в открытом доступе, но которые наши библиотекари считают, что они еще нужны. Но там написано служебное помещение. Вот, я думаю, 4000 вы спокойно могли в это служебное помещение отправить. Ну, может быть. Ну, еще напоследок я хочу сказать, что это опыт у меня такой спонтанный, ввиду того, что, в принципе, у нас мебель была неплохая. 5 лет назад мы полностью в детской библиотеке поменяли мебель, и по пути, параллельно создавая модельную библиотеку, мы обратились к нашим депутатам, главе администрации, руководителю администрации и в Сизябском филиале, где население больше 400 человек, там около 300 читателей, мы сделали ремонт в Сизябском филиале, и всю мебель с детской библиотеки перевезли в Сизябский филиал. Все, от стульев, столов, выставок, стеллажей, не раздали каждой сестре по серьге, а все вместе. И получается, параллельно нашему проекту еще одна сельская маленькая библиотека тоже обновилась. Мы разобрали печки, сделали отопление, утеплили полы, покрыли линолеумом, и это даже мы сделали быстрее, чем модельную библиотеку. И все туда вывезли, потому что мебель хранить было негде, девочки, негде было хранить ту мебель детской библиотеки, которую до ремонта надо было вывезти. Вот идея пришла, походили, деньги дали, нашли человека, и вот это сделали. Молодцы! Во всех смыслах молодцы. Вот и все. Спасибо Ирина за Борисовна. внимание. Коллеги, а можно ремарочку? Ирина Борисовна, можно ремарочку? Вот Зоя Павловна не сказала, и на фотографиях не было видно. Ведь у нее в библиотеке не только такие вот стеллажи, ну, практически до потолка, она сказала, действительно, они доступны. А в зале большом тоже, вот, как вы говорите, стеллажики как раз для детей, они 3 яруса, они тоже на колесиках передвигаются, раздвигается пространство, то есть у нее такие же стеллажи есть. Это просто на фотографиях их не было. А была вот эта стенка с высокими стеллажами. Так что у нее это есть тоже в Хорошо. библиотеке. Так, и последнее выступление. Маркова Татьяна Вениаминовна. Да, Троицко-Печорская МЦБ. Маленькая библиотека с большими возможностями для семейного чтения. Добрый день, коллеги. Сегодня прозвучало очень много выступлений, и очных, и заочных. Мы познакомились с центральными библиотеками и с центральными детскими библиотеками. У нас библиотека открылась на базе библиотеки филиала 12 декабря прошедшего года. Конечно, это событие было очень ярким, очень резонансным, и до сих пор у нас проходят экскурсии. Сейчас уже на экскурсии просятся жители учащихся районов. Троицко-Печорский район приравнен к районам Крайнего Севера и известен самым крупным в Европе Печора-Илецким биосферным заповедником, на территории которого находится столбы выветривания Мань-Папунер, одно из 7 чудес России. Здесь рождается самая главная река Республики Коми и Европейского Севера Печора. Главная гордость Троицко-Печорского района – это Якшинская лосиферма. Все наши достопримечательности нашли свое отражение в цветовом оформлении. Зеленый цвет – природа заповедника, синий – река Печора, черный – горы Мань-Папунер, а малиновый – цвет целебного растения Марьин корень, в переводе с коми необычный, который занесен в Красную книгу Республики. Это символично с тем, что и наша модельная библиотека новая тоже стала необычной. Библиотека квартала Южный – это небольшой филиал, расположен на одной из улиц поселка Троицко-Печорск. Площадь 126,7 квадратных метров. Вот она находится у нас как раз, вот эта спираль – это наш 6-й дом, самый длинный в Республике Коми, и вот внутри этого дома находится наша библиотека.
Библиотека была заявлена на участие совсем не случайно. В Троицко-Печорске проживает около 6200 человек, из них около 4300 на квартале Южный. Здесь расположена средняя музыкальная школа, центр внешкольной работы, центр социальной реабилитации, дом культуры. Финансирование на открытие модельной библиотеки составило 9 миллионов 480 тысяч. Из них 5 миллионов – это федеральные средства, остальные средства муниципального и республиканского бюджетов. Я хочу сказать, что на нашу маленькую библиотеку 5 миллионов было более чем предостаточно, и мы приобрели все, что хотели. Что изменилось в нашей библиотеке после модернизации? Прежде всего, режим работы. Библиотека стала работать на 2 часа дольше. Обновленный книжный фонд – это 4000 экземпляров новых книг и периодических изданий. Учитывая мнения и пожелания наших читателей всех возрастных категорий, сотрудников библиотеки, концепции библиотека семейного чтения, в новом библиотечном пространстве появились комфортные зоны для всех категорий пользователей, для взрослых и детей. Вот первая зона – это зона регистрации и информации. Ну, всем понятно, что здесь запись читателей, выдача книг. Библиотекари помогут найти необходимую информацию. Зона чтения. Здесь представлен основной фонд библиотеки. Новинки современной литературы и периодики. Уголок оборудован мягкой мебелью. Читатели могут полистать газеты, журналы, обменяться мнением, обсудить новинки и просто отдохнуть. Зона работы на компьютере, за компьютером и доступа к электронным ресурсам. После модернизации библиотеки количество пользовательских мест увеличилось на 4. Было 1, стало 5. Предусмотрено пользовательское место для людей с ограниченными возможностями. Открыт доступ к национальной электронной библиотеке. Сегодня для наших читателей интересны оцифрованные издания, оцифрованная центральная библиотека издания, посвященные истории, литературе и культуре района, и представлены в Национальной электронной библиотеке республики. Для жителей района становится все более популярна электронная библиотека Литрес. На 1 марта 2020 года читателями электронной библиотеки стали 20 читателей. Зона творчества. Самая яркая и самая любимая зона детей и подростков. В зоне новые книги, развивающие игры, конструкторы, работает 3D-мастерская. Подростки учатся создавать и распечатывать трехмерные модели. Многофункциональный зал. Это краеведческий фонд, это фонд справочной литературы, неоценимые помощники в работе и учебе. Это интерактивный стол, за которым дети не просто играют, а самостоятельно получают знания через познавательные программы. И это наши горы, на которых дети очень любят рисовать. Благодаря мобильной мебели зал может трансформироваться как в зал деловых и творческих встреч, так в зал для проведения семейных праздников, мастер-классов. Здесь после уроков дети делают домашние задания, так как в шаговой доступности находится школа. А подиум стал площадкой для театрализации книг. Если сравнивать показатель посещаемости за январь-февраль 2019 года и 2020 года, то в 2019 году библиотеку посетило 1318 человек, а в 2020 году 2841. Количество читателей за этот период увеличилось почти в 2 раза. Эти цифры говорят о большой востребованности библиотеки. Пространство стало максимально доступным как для пожилых пользователей, так и для родителей с маленькими детьми. Библиотека семейного чтения будет возрождать и приобщать к семейному чтению взрослых и детей, потому что ни для кого не секрет, что родители с детьми читают очень мало. При первых совместных посещениях библиотеки взрослые были заняты выбором книг, а дети играли в настольные игры, конструкторы, участвовали в мастер-классах. Индивидуальные беседы с родителями и, учитывая возросший интерес родителей и детей к библиотеке, в феврале в библиотеке открылся клуб «Узелок семейного чтения».
На Руси всегда было заведено: куда бы ты ни пошел, собирался узелок с пожитками. А библиотекари решили собрать для своих читателей универсальный узелок семейного чтения, который наполнили новыми интересными книгами. Доставая книгу из узелка, папы, мамы и библиотекари читают детям книгу вслух, затем вместе обсуждают, рисуют, раскрашивают. Со дня открытия клуба родители познакомили детей с детским сборником рассказов об армии в преддверии Дня защитника Отечества, прочитали и обсудили рассказ Льва Костеля «Сестра», познакомились со сказкой коми-писателя Ивана Каданева «Хитрости хватает», где сильный справедливый лось, главный герой книги, защищает беззащитных зверюшек. Эта книга была выбрана не случайно для чтения. Образ лося связан с силой, благородством и красотой. А еще лось – геральдический символ Троицко-Печорского района, о чем дети должны знать с детства. Совместные громкие чтения не только полезны детям, но и приобщают родителей к проблемам детского чтения, возрождению традиций чтения. Еще одной формой работы, которую библиотека выбрала в популяризации чтения и которая заинтересует и объединит семьи, это творческие конкурсы. Вот такой творческий конкурс недавно объявлен «Книжное древо моей семьи». Семьи будут оформлять дерево с книгами, которые читали бабушки и дедушки, мамы и папы, а сейчас читают дети. А так как 2020 год – год памяти, то одна из номинаций конкурса называется «Эти книги читали дети войны». Среди учреждений района только в нашей библиотеке появилась система виртуальной реальности, которую мы используем как дополнение для привлечения к чтению детей, к чтению подростков и молодежи. Например, знакомим мы с книгами о космосе, рассказываем о космонавте Николае Рукавишникове, который в детстве жил в Троицко-Печорском районе, учился в одной из наших школ, а уже после этого проходит погружение в виртуальный мир. В нашей библиотеке есть опыт участия в акциях. Недавно читатели участвовали в межрайонной акции «Читаем Нину Куратову». Во всероссийских акциях «Читаем о блокаде», «Читаем Чехова вместе». Сейчас наша библиотека со своими большими и маленькими читателями подключилась к районному конкурсу детской рукописной книги «Память бережно храним». А 6 мая наши молодые читатели планируют принять участие в акции «Поэтическом марафоне 24 часа», посвященной 75-летию Победы. Они будут читать стихи писателей республики. Организатор акции – Российская государственная библиотека для молодежи. Для старшего поколения семей разработан проект «IT всем возрастам покорны». Бабушки и дедушки осваивают компьютер, учатся работать в текстовых редакторах, пользоваться электронной почтой, регистрироваться на государственных порталах. А также многие из них участники литературной гостиной «Нескучная классика». По всем этим направлениям библиотека будет дальше работать и включать какие-то новые, интересные. Наша новая библиотека стала любимым местом времяпровождения для жителей квартала Южный. Здесь каждый найдет для себя занятие. Интересную книгу или журнал, встречи в клубе или погружение в виртуальную реальность, освоение компьютерных технологий или участие в мероприятиях, создание 3D-моделей или просто отдохнуть, пообщаться с друзьями. Библиотеку оценили не только наши читатели, но и администрация. И сегодня при поддержке администрации мы работаем над дизайном для Центральной библиотеки. Спасибо. Так, и еще я привезла две книги из узелка семейного чтения и хочу подарить детской библиотеке Карткиросы. Эти книги нашего автора Ольги Мальцевой. Книги дети очень любят, и я думаю, полюбят и ваши читатели. Спасибо. Знаете, замечательная идея семейной библиотеки. Она такая мудрая.
Я думаю, там бабушки не обязательно, они ж со своим внуком придут. Это, в принципе, для, для взрослых, для детей, это универсальная, по факту, появляется универсальная библиотека, которая сближает возраста. Сейчас стали ходить больше, наоборот, мамы. До того, как библиотека всегда была востребована, но, может быть, не так посещаема, как сейчас. Раньше ходили бабушки с детьми, а сейчас стали ходить мамы, папы с детьми. Вот сейчас, да. А бабушки ходят на свои мероприятия, посещают курсы по грамотности. Ну, я говорю, что это замечательная специализация. Я думаю, и у Зои Аполлоновны тоже направление. Ну, вернее, это направление тоже есть семейное, правильно? Не может не быть, конечно. Очень хорошо, мне нравится. Спасибо. Спасибо, коллеги. Так, коллеги, да, прежде чем перейти к кофе и чаю, да, может быть, у вас есть какие-то вопросы, хотя сегодня просто замечательный день, и так много любопытного, и правильного, и целесообразного, и по правильному, в верном направлении вы идете. Вот все модельные, которые были представлены сегодня, они очень хорошие, да? Да, Тамара Васильевна? Так, скажите, как модератор, как проектировщик. Нет, все огромные молодцы. Библиотеки, которые вы показали, прям нет слов, молодцы, что вы все стараетесь, все для своих читателей делаете. Очень приятно слышать, что вы прислушиваетесь ко всем советам от федеральных библиотек, от своих коллег, от коллег из других стран тоже. И мы уже видим, что мы действительно не отстаем от иностранных коллег. Это очень приятно, может, даже в чем-то опережаем их. Да. Вы знаете, мы энергией опережаем. У нас мы бежим, мы, может быть, долго запрягаем по разным обстоятельствам, но потом, когда запряжем, мы так рванем, но это в нашей крови, ну что мы такие. Вот, да. Вот в этом мы, конечно, будем опережать. Да. Недаром приезжают очень часто к нам из-за границы, и у нас учатся, кстати говоря, особенно взаимодействию вот на уровне мероприятий, вот клубы и так далее. Это у нас очень хорошо мы умеем. Ага. Коллеги, ну что, спасибо большое, да. Мне было очень приятно. Тамара Васильевна, Сергей, ну это не суть уже. Тамара Сергеевна, ей еще более приятно, потому что она курировала этот проект. Я думаю, что сейчас мы выйдем на кофе, на чай и договорим, да, те вопросы, да, обсуждаем те вопросы, которые здесь не смогли задать или не захотели по какой-то причине. Вот. Еще раз большое спасибо, вы великое дело сделали. Вот. Главное продержаться во времени и в пространстве. Все, встали.